больных коронавирусом, есть выздоровевшие граждане Российской Федерации. Из этих 1039 заболевших коронавирусом в Якутии также остается 14 человек и один под подозрением. Ждем соответствующее решение по этому лицу, находящемуся у нас в инфекционной больнице. У нас в настоящее время с сегодняшнего дня начинает выходить на связь главный врач нашей инфекционной больницы Николай Николаевич Васильев. И, соответственно, он будет регулярно извещать о состоянии больных и, соответственно, о том, как протекает само по себе лечение, для того, чтобы была у граждан полноценная информация, не вызывала никакие вопросы. Роспотребнадзор Республики совместно с Министерством внутренних дел отработал весь список контактов, с которыми контактировали заболевшие. Сегодня лаборатории Республики работают и непосредственно исследуют достаточно большое количество анализов. Так, за весь период вообще начала всех этих мероприятий лабораториями Роспотребнадзора, а сейчас к ним уже подключились и лаборатории Министерства здравоохранения, у нас непосредственно взято анализы 3335. Это действительно достаточно большая сумма анализов, тестов. Соответственно, это говорит о том, что в непрерывном потоке на 24 часа граждане, наши работники, санитарные врачи, лаборанты работают для того, чтобы обеспечить на настоящий момент, насколько возможно, локализацию именно этого инфекции в целом по Республике Саха-Якутия. Сегодня глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев в 2 часа провел видеоконференц-связь с районами республики, заслушав 4 района о готовности как инфекционных отделений, как обсерваторных отделений, как провизорных отделений, в которых находятся непосредственно лица, подозреваемые на коронавирус, и, соответственно, готовность к исполнению того обращения, которое было президента страны с точки зрения ограничений, и готовность к исполнению его указа в части ограничений, которые наступают в воскресенье. Еще раз обращаем ваше внимание и то, на что обращает внимание глава Республики Саха-Якутия, исходя из того, что говорит президент, нельзя рассматривать данную неделю как обычные выходные. Это прежде всего неделя ограничений передвижения тех, кто не будет и предоставлено кому право в эти дни находиться дома. Это даст нам с вами возможность уменьшить количество контактов, уменьшить объем распространения инфекции как таковой. Поэтому, соответственно, очень хотелось бы, чтобы в этот понедельник граждане находились до определенного периода как раз дома для того, чтобы ограничить свое передвижение. Только так все вместе мы можем остановить непосредственно этот вирус. Вот те ограничения, которые введены, и те магазины, которые будут открыты, аптеки, это то, что является первой необходимостью, без которой невозможна вообще жизнь человека. Поэтому именно сегодня все, кто остаются открытыми работать, они должны понимать, что они лишь только выполняют функцию первой необходимости как таковой. Основная задача гражданам не выходить из дома с понедельника для того, чтобы ограничить ареал распространения. Спасибо большое. Это была прямая трансляция брифинга регионального оперативного штаба. А далее в 20:00 смотрите на нашем канале программу «Итоги дня» с Владом Давыдовым. Я же пока прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания и берегите себя.